Продолжаем программу «7 дней». В Казани выросла плата за парковки. Не везде, а на 25 территориях по городу. Где-то цена увеличилась до 70 рублей, а где-то достигла и 100. Надо отметить, что тарифы на парковку не менялись в течение 6 лет. Это довольно длинный период. Городские власти сначала активно боролись с нарушителями, затем выжидали, когда общество привыкнет. К чему? Да к самой мысли и главной идеологии парковочной системы. Прежде чем покупать автомобиль, купи для него место. Многие российские граждане по-прежнему воспринимают в штыки любую монетизацию, привычно считая это грабежом. Тема платных парковок много лет настолько горяча, что любой общественный активист, можно сказать, вынужден иметь по ней свое мнение. Так вот, платные парковки вводятся там, где спрос на них заведомо и намного превышает предложение. В Казани это в первую очередь центр, но и отдельные зоны за его пределами. Места концентрации офисов, торговых объектов, транспортные узлы. Места, перегруженные автомобильным трафиком. Как город встретил повышение, за что мы платим на платных паркингах и должны ли платить за то, что всегда было бесплатным? Диляра Юсупова подробнее. А кто-то уже парковался в Казани за 100 рублей. Мы захотели посмотреть на этого человека и удивились. Самые дорогие парковки по-прежнему в цене, а именно в спросе. Как не было места, так и нет. Улица Мусаджалили примыкает к Баумана, пересекает улицу Островского. Тут в любое время суток транспортный коллапс. Никакими ценами водителей, которым срочно надо, не остановишь. Жестко, конечно, 100 рублей. Ну а куда деваться? Отразится на вашем бюджете, на вашей поездке в Блинную? Нет, конечно, не отразится. Просто тупо за асфальт платим деньги, я не знаю. То есть должно быть бесплатно? Ну да, хотя они вроде и делают в выходные дни, в праздничные бесплатно. Но... Что будет, если станет все бесплатно? Об этом автомобилисты не часто задумываются, зато часто ездят в центр. Сама идеология платных парковок была придумана не нами, и цель ее не в том, чтобы люди платили за услугу. Парковка – это не услуга. Парковка – это способ выгнать автомобилиста с оживленного участка, если хотите. Вы платите за то, чтобы вы здесь не стояли. Это передовая практика многих успешных мировых городов. Это элемент дорожного регулирования, такой же, как отмена левых поворотов, такой же, как временное ограничение движения грузового транспорта в центральной части города. Развитие муниципальных парковочных пространств – это не про сбор денег, это про увеличение пропускной способности дорог, наведение порядка на них. Судя по всему, общество начинает это осознавать, но не все сразу. Несмотря на повышение, мест в центре все так же не хватает. Вот они, паркующиеся поперек стоянки или на пешеходном переходе. Но есть и плюсы. За несколько часов съемок мы так и не нашли ни одного нарушения по снятию номеров, как это было, например, 2 года назад в нашем подобном репортаже. Бесплатный парковочный островок в самом центре города. Мы были тут еще 2 года назад. Тогда здесь была ужасающая картина. Хаотично разбросанные автомобили перекрывали даже вход в сквер. Сейчас здесь более или менее пусто, и даже территория выезда расчищена. Связано ли это с тем, что еще не начался учебный год, или водители стали более осознанными? А может быть, всему причина – это запрещающий знак, который поставили на въезде. Принимаются меры, то могут быть запрещающие знаки и блокировка нарушителей. Да и народ постепенно начал понимать, что в городе, захваченном машинами и парковками, жить просто некомфортно. Но не все. Пока еще достаточно таких, кто считает любую монетизацию удушающим захватом властей. Забрали мою красавицу, давайте слезы свои, боль свою скажу. Где-то даже осталось. Вот. Этот асфальт люди моего поколения, то есть за него кровь проливали, там, свою и чужую. А тут взяли вот этот наш общий асфальт, все вот это намольный, напитанный нашей всей ауры, они взяли, то есть, и благополучно сами себе присвоили, и теперь, то есть, вот, теперь платишь деньги за то, что отстояться вот так. Улица Фатыха Карима – оживленный участок, где сложно разъехаться и найти место.
Но при желании можно все, если, конечно, не хитрить. Знакомьтесь, Оливия, мать 2 детей, ездит на крупногабаритном транспорте и уверяет, что всегда находит место. Было бы желание, если придерживаться простой мысли. Город не подарит кусок земли под твою машину. В это сложно поверить, но нет. Увеличивается не только плата за парковки, но и плата за их обслуживание, да, и коммунальные услуги, и услуги людей, которые их чистят, за ними следят, и покраска, и все остальное. Все текущие какие-то расходы, они увеличиваются. Соответственно, будет увеличиваться и стоимость. Это неизбежное. Итак, несколько зон самых востребованных, где повысилась плата. Где-то с 30 до 50, где-то с 50 до 70. И 2 парковки в центре города теперь стоят 100 рублей. Тариф на муниципальной парковке не менялся почти 6 лет. Сейчас в столице почти 7 тысяч парковочных мест. 859 в час пик загружены на 100%. Все парковки на своем старте, когда они внедряются, стартуют с 30 рублей в час, а дальше организатор городского парковочного пространства мониторит ситуацию, мониторит ее по детекторам, визуально при обходах. Загрузка не должна превышать 85-90%, потому что в этом случае, если парковка забита, то все последующие приехавшие не имеют возможности припарковаться. Парковка должна стоить ровно столько, сколько необходимо для появления свободных мест. Взимание платы за дефицитный ресурс – это вполне нормальный способ сбалансировать спрос и предложение. Возможно, в будущем мы придем к тому, что место будет стоить и 1000 рублей в час. Большинство ставят машины вот здесь. И в итоге, когда приезжают люди там в магазин, или по каким-то делам, то тут просто нет свободного места. Вот они стоят все ряды. Некоторые машины стоят здесь прям подолгу. Например, вот эту машинку, ее оставляют там на целый день. Вот она стоит, занимает место. Город Иннополис. Весь асфальт тут бесплатный, потому что численность людей пока позволяет. Но есть другое, например, запрет на парковку во дворах. Здесь это в принципе невозможно. Поэтому медленно, но улицы города переполняются. Парковочное бесплатное место не прилагается автомобилю. Ты купил автомобиль, это твои проблемы, ты их должен решать самостоятельно. В городе, в центре земля очень супер дорогая, поэтому бесплатный кусок асфальта тебе никто не может выделить. В Казани появятся и дополнительные новые парковки, и это вопрос спорный, ибо если мы идем к снижению автомобилизации, снижать надо и площадь асфальта под этими автомобилями. Возможно, так и будет, если мы все частично пересядем на общественный транспорт, а заодно придем к очевидной истине. Покупка машины не равно дополнительные права. Диляра Исупова, Дмитрий Шлемин, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.